На неделе в Бишкеке прошел круглый стол, посвященный правам людей с ограниченными возможностями здоровья в связи с ратификацией Жоғарғы кеңесом Конвенции ООН по правам инвалидов, к которой Кыргызстан присоединился еще 8 лет назад. Здания, тротуары, пандусы, а особенно транспорт в Кыргызстане почти никак не приспособлены к их возможностям, но еще хуже отношение к ним общества. Поэтому предстоит еще очень многое сделать, а главное – менять настроение в обществе. Подробнее в еще одном сюжете Андрея Токумбаева. Инвалиды, или, как принято называть, лица с ограниченными возможностями здоровья, в Кыргызстане всегда относились к той социально незащищенной категории граждан, возможности которых ограничены больше других. Но в уходящем году, похоже, наметился сдвиг в сторону решения этой проблемы. Страна наконец-то ратифицировала Конвенцию ООН по правам инвалидов, к которой присоединилась еще 8 лет назад. Конвенция, ратифицированная Кыргызской республикой, станет важной правовой основой для наиболее полной реализации прав человека и решения социально-экономических вопросов. Человек с инвалидностью перестанет быть объектом благотворительности, он становится равноправным членом общества. Если раньше интеграция людей с ограниченными возможностями была сугубо внутренним делом страны, то теперь, после ратификации конвенции, будет иначе, поскольку Конвенция о правах инвалидов теперь действует в Кыргызстане, за ее исполнением следит Организация Объединенных Наций, помогая приблизиться к общепринятым стандартам отношения к людям с инвалидностью. А вот один из результатов такого партнерства. В уходящем году в Кыргызстане решили обеспечить инвалидам, равный с остальными категориями граждан, доступ к поступлению на государственную либо муниципальную службу. Обсуждение этой темы прошло в пятницу. Дискуссия состоялась в формате круглого стола. Участвовали представители ряда госструктур и гражданского сектора, активисты неправительственных организаций, защищающих права людей с ограниченными возможностями. Встречу организовало Министерство труда и социального развития. Мы создали межведомственную рабочую группу, где возглавляет вице-премьер-министр. То есть основная задача этой рабочей группы нужно было разработать эту программу. План первоочередных мер это на ближайшие 3 года именно по реализации положений Конвенции о правах инвалидов. Что мы должны первоочередно сделать, чтобы основные нормы были реализованы. К таким нормам, по словам замминистра, относятся прежде всего право на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями, их доступа к общественному транспорту и социальной инфраструктуре. Конвенция о правах инвалидов предусматривает, чтобы мы пересмотрели всю систему социальной защиты, механизмы, то есть в улучшении в улучшении, в развитии. Замминистра добавила, что рассчитанный на ближайшие 3 года план – лишь первая ступень на пути к решению проблемы. И кроме этого мы должны еще разработать программу «Доступная страна». Это уже более на 10 лет, то есть такая стратегическая и долгосрочная программа. Кроме этого был внесен, то есть возобновляется Совет по делам инвалидов. Это в 1998 году был указом президента, был создан, был ранее. Но сейчас, в соответствии с новой конституцией, у нас принятой в 2010 году, мы сейчас Совет возобновляем при правительстве. Соответствующий пакет постановления правительства на общественное обсуждение вынесло Министерство труда и социального развития. В справке об основании по созданию документа указано: Совет будет постоянно действующим коллегиальным совещательным органом по формированию и проведению в жизнь социальной политики в сфере профилактики инвалидности и реабилитации людей с особыми нуждами, а также обеспечения их правами, равными с другими гражданами. Структура также позволит координировать действия органов власти, общественных организаций, фондов, предприятий, организаций в вопросах защиты прав лиц с ограниченными возможностями, разработки действенных мер по решению проблем этой категории граждан и другим вопросам. Необходимость такой меры назрела давно, уверен один из участников круглого стола, президент Общественного фонда оказания юридической помощи инвалидам, председатель Общественного совета МВД Республики Толкунбек Исаков. В первоочередные действия мы должны включить те действия, которые реально государство в течение 3 лет может сделать и бюджет которого может совершить. Не включать такие эффективные пункты, которые будут останутся, к сожалению, только на бумаге. Это, безусловно, речь идет о инвентаризации действующего законодательства на предмет соответствия этой конвенции. По словам правозащитника, система адресной социальной помощи инвалидам в Кыргызстане построена и основывается в основном на принципе оказания медицинской помощи инвалидам. Конвенция же ориентирована на, в первую очередь, социализацию лиц с ограниченными возможностями. Исходя из этого, мы должны пересмотреть все действующее национальное законодательство.
Во-вторых, после такого глубокого анализа необходимо разработать проекты необходимых внесений изменений и дополнений и принять их как со стороны Джохорху Кенеша, так и со стороны правительства и других местных кенешей. Судя по всему, как устроены в Бишкеке и в других городах подземные переходы, тротуары, как работает общественный транспорт, у гостей республики наверняка может сложиться впечатление, что Кыргызстан – страна исключительно здоровых, физически крепких людей. С тем, что страна мало приспособлена для нормальной и полноценной жизни лиц с ограниченными физическими возможностями, была вполне согласна с участниками встречи ее модератор, сотрудник Минсоцтруда Кулера Кубатова, начальник управления социальных услуг лицам с ограниченными возможностями и пожилым людям. Но в четверг в прямом эфире «Пятого» она рассказала о том, что сегодня делается, чтобы решить эту проблему. Вот в этих планах первоочередных мер и мы рассматриваем доступность наших помещений, зданий, вообще в общем инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также в плане, как и в конвенции о правах инвалидов, там есть то, что мы должны обеспечить, то есть страна должна взять на себя обязательства по обеспечению доступа и к трудоустройству, и к инфраструктуре, и образованию, и здравоохранению и так далее. Под конец уходящего года президент Сооронбай Джейнбеков подписал распоряжение о выделении из бюджета на нужды инвалидов 2 300 000 сомов. На эти деньги окажут финансовую поддержку общественным организациям, помогающим детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках продвижения инклюзивного образования. Причем средства организациям из всех регионов страны, оказывающим социальные услуги, альтернативные интернатам, выделяется впервые. В списке адресатов такой поддержки 23 общественные организации. Как указано в распоряжении, решение принято с целью развития личностных качеств детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование на сегодняшний день только на бумаге, к сожалению. Ни о какой инклюзии, к сожалению, говорить не приходится, особенно в регионах нашей страны. Если говорить об системе здравоохранения, то, конечно, лица с инвалидностью, поскольку чаще всего обращаются именно в лечебные учреждения, там, к сожалению, также инклюзия далека. В начале декабря в своем традиционном докладе по случаю Международного дня инвалидов президент отметил, что забота о всех категориях граждан – одна из первоочередных задач Кыргызстана как правового демократического государства. Джейнбеков также отметил: государство стремится поддерживать граждан с ограниченными физическими возможностями, создавать необходимые условия для их учебы, быта, труда, реализации таланта и обеспечить защиту их прав, социальной реабилитации и эффективного интегрирования в общественную жизнь. Цель Международной конвенции ООН о правах инвалидов не только обеспечить инвалидам равные права. Гораздо сложнее убедиться, чтобы к людям с особыми потребностями и относились как к вполне равноправным членам общества, а не с жалостью и снисхождением. Такой стандарт, давно принятый в большинстве стран, похоже, лишь только входит в повседневную жизнь кыргызстанцев. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал. Главные итоги.